Сегодня в автомобильной азбуке продолжим говорить про систему ADAS. Активная помощь водителя, система ADAS – это большое количество датчиков и радаров, которые взаимосвязаны с системой управления и электрическим блоком автомобиля. Это то, что позволяет нам ездить с комфортом и безопасно. Назовите преимущества системы ADAS. Преимущество данной системы, что она позволяет реагировать в случаях, когда вы не можете среагировать. О чем я говорю? Сама система распознает опасность на дороге, либо экстренную дорожную ситуацию, либо скользкое покрытие. И реагирует таким образом, чтобы вы могли из этой ситуации выйти целым. Поэтому, чем больше у вас всевозможных датчиков и радаров, тем проще вам передвигаться по дорогам. Как настроить систему ADAS? Сама система вручную не настраивается. Для этого необходимо специальное оборудование и обученный технический человек. Как правило, это происходит, когда мы меняем отдельные узлы и агрегаты при дорожно-транспортном происшествии или нам надо поменять ветровое стекло. Изначально, как только машина выпускается на дорогу, эта система стоит в малой степени или в большей полной комплектации и помогает вам. Сами вы ничего сделать не можете. Причины необходимости калибровки датчиков системы ADAS. Все-таки нам иногда приходится обращаться для калибровки и отлаживания системы ADAS, когда это происходит. Самое простое и самое понятное при замене ветрового стекла. В этом случае в обязательном порядке, если у вас стоят датчики, их нужно откалибровать. Если вы меняете отдельные узлы и агрегаты при кузовном ремонте, точно так же мы калибруем каждый датчик. Каждый датчик калибруется отдельно. Для этого существует система мишеней и специального оборудования. Не забывайте, что неоткалиброванный датчик влияет на вашу безопасность. Как калибруются датчики в системе ADAS? Система датчиков нужно откалибровать в правильном расположении и расстоянии действия от препятствия. Для этого существует специальное оборудование. К сожалению, не все в Беларуси его имеют в наличии. Нужно отцентровать расстояние между радаром или датчиком до ближайшей мишени. На каждый автомобиль и свою марку существует своя мишень датчиков и свое расположение. Нет универсального оборудования, есть общее понятие. Но для каждого датчика, для каждого радара существует своя мишень. Риски и последствия неправильной калибровки системы ADAS. Калибровка радара или датчика – это дополнительное время и, к сожалению, дополнительные деньги. Очень часто у нас спрашивают, что будет, если не откалибровать. Я могу точно и однозначно сказать, это повлияет на безопасность вашего движения и окружающих вокруг автомобиля. Что происходит? Если мы не калибруем датчик, у нас не расставлено правильное расстояние между датчиком и радаром и препятствием на дороге. В этот момент машина и механизмы автомобиля считывают окружающую обстановку неправильно. Происходит неправильное получение информации. В этот момент может случиться все, что угодно, до сложной аварии. Я настоятельно рекомендую, не пренебрегайте калибровкой камер. Если у вас машина умная, будьте умными и вы. Всем автомобилистам безопасных и легких дорог. До встречи на новых уроках автомобильной азбуки.